Скажи мне, пожалуйста, 43, что за число? Охарактеризуй. 4 десятых, 3. Днем 4 десятых, 3 дни. Хорошо. Рубашка в бело-голубую полоску и бежевая юбка. Среди аксессуаров небольшой ремешок и наручные часы с браслетом. В таком элегантном и одновременно строгом образе Лейла Даурбекова приходит в учебное заведение каждый день. Вот и сегодня педагог начальных классов решила не изменять своему стилю. Во многом он сложился из образа первой школьной учительницы, которая до сих пор остается для нее примером образцового педагога. То, как учитель выглядит, это формирует у детей, младших школьников, такое эстетическое воспитание, я так думаю. И, безусловно, учитель должен внимательно подходить к тому, как он выглядит. Но начиная с этого учебного года строгий деловой стиль уступил место повседневной одежде уже не по предпочтениям педагога. Министерство образования и науки Ингушетии издало указ, предусматривающий введение дресс-кода для преподавателей. Особых возмущений или жалоб такое правило среди педсостава республики не вызвало. Многим инициатива ведомства пришлась по душе. На местах образовательных учреждений, руководители образовательных учреждений локальным актом утверждали этот приказ, и в дресс-код практически на определенных этапах уже был введен. Внешний вид педагога очень важен, потому что дети бессознательно повторяют за учителем, особенно когда учитель является для них авторитетом. И поэтому в формировании эстетического, нравственного воспитания ключевым моментом является, я считаю, это внешний вид педагога. Указом не предусмотрено введение специальной формы. Одежда должна быть простой и со вкусом. Блузки, юбки, платья и костюмы не ярких, а строгих тонов. Желателен черный низ и белый верх. Важна и умеренность в подборе цветовых решений, обуви и аксессуаров. Цветные серьги лучше заменить на золотые или серебряные. Вместо длинных бус – нитка жемчуга или золотая цепочка. Распущенные волосы считаются моветоном. Вместо них небольшая укладка или пучок. Обувь закрытая, на среднем каблуке. Впрочем, такой дресс-код зауч гимназии Марем Елизавета Мурадова соблюдает и без специального указа уже 10 лет. И того же образа стараются придерживаться все учителя. Учитель не должен стать предметом обсуждения одежды учителя. Он должен смотреть на учителя, и ему должно быть приятно. Это не должно его раздражать или вызывать у него какие-то вопросы. Он должен относиться к этому так, как будто бы это правильно, потому что одежда учителя немаловажна. Немаловажна и в воспитании, и в восприятии, и в чисто эмоциональном понятии. Несомненно, учитель в жизни ребенка играет большую роль. Кроме знаний, которые он вкладывает в школьника, своим примером он формирует и его личность. И здесь немаловажную роль играет не только стиль преподавания, но и внешний вид. Я не против, что учителя будут носить одежду, которую они хотят, но мне казалось бы, будет лучше, если они будут носить белый верх и черный низ, потому что это будет соответствовать школе и будет давать пример детям. Элегантность, аккуратность, чистота и опрятность. Внешний облик педагога должен внушать уважение к себе и к своему предмету. Я представляю учителя вообще чтобы юбка, например, блузка, пиджак, все было подобрано в темных строгих тонах, очки. Для меня образ учителя примерно такой стандартный, такой же, как у всех. Уважение, вызывает? Да, сразу вызывает уважение, восхищение и подает хороший пример. Дресс-код для педагогов должен соблюдаться во всех общеобразовательных заведениях региона. Контроль за соблюдением приказа будет осуществлять администрация школы. В случае нарушения руководство учебного заведения имеет право сделать сотруднику замечание в устной форме и обязать его привести свой внешний вид в порядок. Дана Плиева, Ахмед Гандаров, Новости 24.